Наконец-то сегодня пройдет масштабная операция по омоложению моего лица. Кстати, запомните вот мое лицо. Видно, нет? Короче, операция будет проходить в клинике Джабани. Хирург, который будет мне натягивать лицо, Гарифуллин Руслан Айдарович. Давай пока. Только меня видишь молодой. Ну, пуха не тратит на месяц. Давай, не пуха не пера. Аня, черту 19. Черту 19. Что тут делать, бля? Братан, звони. Ладно, черту. Пока. Пока. Конечно же, очень страшно. На самом деле, кот осоптра. Я вообще всю ночь не спала. Очень сильно переживала. Знаете, больше всего, что я переживала? Переживала, что я не проснусь. Представляете? Потому что накануне вы видели, что меня сказали, что у меня слабое сердцебиение. Представляете? И вот поэтому мне стало страшно. А вдруг я от наркоза не проснусь? Вот это больше всего было мне страшно. Ну, короче, бисмилла рахман рахим. Все, и не пкитаю, доктор. Операцию вообще хотели делать на самом деле после обеда. Но я такая хирургу говорю, я люблю, говорю, все дела заканчивать до обеда. И они перенесли до обеда. Я раньше всех приехала. Бисмилла рахман рахим. Бисмилла рахман рахим. Вот, друзья, посмотрите на мое лицо. Оно прямо как у алкоголика почему-то. Ну нет, ну правда. Без ресниц действительно вот лицо как у алкоголика. Вот смотрите, вот это вот линейкой обвисло, да. Вот это тоже обвисло, вот это тоже обвисло. И вот тут тоже очень какое-то старческое лицо стало после похудения. Поэтому же я решила сделать операцию. Надеюсь, ничего не помешает. И сегодня состоится эта масштабная операция по омоложению моего лица. Вот. И когда я улыбаюсь, смотрите. Как думаете, после операции это все закончится? Вот смотрите, это какие-то мешочки какие-то, да? Я не знаю, конечно. Ну, с Богом. Вот такие вот чулки компрессионные. Это я уже утром одела. Их перед операцией надо одевать. Я взяла самый маленький размер, и они даже спадают. Вот такой вот халат дали теплый. Вроде его надо было одевать, я не знаю, его нет. Со мной Урал, посмотрите на Урала. Урал, посмотрите на Урала, если вы думаете. Урала, короче, тоже будет мыть, брить. И у него даже бороду, сказали, сбреют. И Юндерин тоже. Ты это не забудь снять, как тебя брить будет, ладно? Не брит, да? Да, ты что, не знал, что ли? Нет. Тебе бороду сбреют. Вряд ли. Нет. Қолдарындағы юндеринді, туштары, көттегі юндеринді біз сақырып тастады. Да. Ты не забудь это, как тебя моют, снимай. Или тебя уже помыли? Нет. Нет? Не помыли. Мне кажется, я сам думался. Ну нет, сними вот это, ладно? Ладно. Как это допускает или Ладно, нет? Это комментарий от тебя тоже надо, Ладно, ладно? ладно. Я отвлекать врача во время операции, да? Блин, не отвлекай его, блин, так страшно, брат. Знаешь, как страшно, даже не дают, твоя мама, блин. Давай вот тут покажу. Смотрите, иногда даже меня принесли уже список доктора. Представляете, что вы выбираете кушать. Прикиньте, перед операцией пока что нельзя ни пить, ни есть. Мне очень сильно хочу пить нельзя. А я привыкла по утрам по 2 чашки кофе пить. Кофе нету. Вообще ни капли воды нельзя, ничего нельзя, представляете? А вдруг я не проснусь? Проснусь, да? Профессионалы, Да? вообще вот такие. Это вам повезло. Повезло? Считайте, что вам повезло. Почему мне повезло? Потому что сегодня мастер-классы, вообще все хорошие специалисты. Да? Конечно, вы что? Лежите, спите, как будто среди цветов вы. Давай подключайте себя на позитив сегодня. Вот такой день. Да? Откуда знаете, что Да, как потому среди цветов? Хорошие специалисты сегодня, все хорошие. Асы, вы что? Вообще сегодня ваш день, да? Сегодня мой день. Какой сегодня день? Да, какой сегодня день? Сегодня тут самый день, самый лучший день. Ну, хапай ты, что сегодня мой день. Конечно. Выйдите еще, выйдите. Присаживайтесь. Мне страшно. Леша. Это, короче, Анастасия. О, Азаматовна. Ага, Азамат Азатович. ага, очень приятно. Очень приятно, да. Как настрой? Хороший. Вот женщина зашла, говорит, сегодня, говорит, тут самый лучший специалист, говорит, работает. Вам, говорит, повезло. Вы, говорит, будете сегодня балдеть, говорит, прям так. Собрали, да.
Скажите, пожалуйста, мне ваш рост и вес. Так, рост метр 168. Мгм. Вес? Так, 58. Хорошо. Аллергии нет на лекарственные Нет, препараты? нет, не было. Хорошо. этого. А какие-то операции в течение жизни перенесенные? Так, аппендицит. 3 года где-то прошло. У меня чистили 5 часов, он лопнул. Ужасно. Еще? Блефаропластика была. Че, резекция желудка же была, я забыла про нее. Франкенштейн, ты. Не говори. Наркоз сейчас на лицо, понятное дело, другого ничего не придумали, как общий наркоз. Ничего нового нету. В Вот, то есть смысле, я не буду спать, что ли? нет, будете спать, наоборот, А. общий наркоз. Что наркоз на память влияет? Нет. После каждой операции у меня этот, я даже в тот раз забыла, как муж зовут, представляете? Это Такого правда. не будет. Не будет? Меня только забудете и все. Да. Ты, наверное, хочешь, чтобы я тебя забыла? Анестезиолог Азамат Азатович сказали, что самый лучший анестезиолог в Башкортостане, представляете? И его вот переманили, оказывается, сюда, в клинику. Вот только как понять, что самый лучший анестезиолог, да? Как они понимают? Лучше всех Йохлаттырайны. Йоклаттыра? Лучше всех йоклаттыра тұрған анестезиолог Азамат Азатович будет меня йоклаттырған. Блин, онда обморокка құлап қоймайын, дура. Нет, а чё, не Йохлаймин? Білмеймін, енді қанға құламайын, альберт, допустим, қанға обморокка құлайды. Нет, я могу в морг за эти людей вытаскивать. Да? Не его. Ну, Ну, тогда. последний, не знаю, почему пропал. Раньше боялся, сейчас не боюсь. Ты видел, какое у меня старческое лицо, Урал? Ну, давно уже видел, да? Ну, с ресницами ты более-менее был. А когда мне ресницы надо снимать келем, я поняла, что у меня вообще лицо бабушкинское. То есть до этого вы не замечали, да? Нет, я с ресницами более-менее казалась. А с ресницами сескенлями әбигейден да қойдым. Хикенеш как будто меня. Я вас наверное. А я еще обижалась комментаторам, которые писали, что я выгляжу на 70. Я действительно просто так и выгляжу. Не, зачем на 70? На 80. 69. Дополнить? Отрицаю. Все, что говорят, надо делать. Меня сбреют, что ли? Да. Конечно. Вот, всех бреют, когда операционно запускают. А волосы? И на голове тоже. У меня парик. А, нет, ну по-любому шутите. Так, хорошо. Смотрите, вот эти тяжести, они могут оставаться, это не страшно. То есть это мышцы. Если даже мы ее пересечем, в 40% случаев она потом срастется. Не так сильно, но все равно будет оставаться. Но так как вы похудели, и можно видеть, что здесь только мышцы, жира нету, заходить лишний раз и делать там рубцы, это будет патологично, скажем так. Нам надо, чтобы потом кожа была плотная, подтянутая, а не так, чтобы с мышцами все было спаяно и криво-косо. Здесь тоже с учетом вот этих вещей. Ну и даже видно, что здесь справа побольше, слева чуть поменьше. Все мы родились разными, такие люди. Ну все, 25 удач и поехали. Руслан Адарович, вы в день сколько операций проводите? Ну таких 2 в среднем могу. Да. В основном, получается, вы в Москве, да? Да. Вот, смотрите, Руслан. Вообще-то Руслан Айдарович наш местный хирург, очень талантливый, самый лучший хирург. Вы спрашивали, вот кто вам будет проводить операцию? Я в тот раз забыла, я вообще старалась, конечно, не вспоминать, кто будет мне проводить операцию, и этот, как там его, не смотрела его страницу принципиально, потому что мне было страшно, понимаете, страшно было. И я не стала смотреть даже страницу, и его работы даже не смотрела. Потому что я думала, если я сейчас начну смотреть, как было до и после, начну заморачиваться. И поэтому не смотрела. Короче, давайте вводите, чтобы уснула. Это самый лучший у нас, сказали, анестезиолог Азамат Азатович. Прикиньте, доктор. А вы женаты, да? Да. А то у меня рубрика «Там на шаях» же есть. Да, у меня, кстати, 5 пар поженились. Да? Да. Какая прелесть. Опоздали на 11 лет. А я вот думаю, вы постоянно голых женщин видите, а потом вот нормально потом, когда этот, ну ладно. Не буду говорить. Все это работа. Да, работа. Не более Нет, того. потом, как вы воспринимаете других голых женщин, думаю?
Уже вообще как на инструмент смотрите или как там на работу? Как объект своей работы, Да. не более того. Буду лежать голая перед такими красивыми анестезиологом и хирургом с таким дряблым. Было бы оно красиво, я бы не переживала. Я тут, знаете, что, вот лежу, да, меня даже наркоз это еще не ввели. Я лежу, жду Урала, потому что нам надо снять момент рилса. Вы понимаете? Я вот лежу на операционном столе, я должна переживать о своем лице, а я переживаю, что Урал сейчас не успеет, и мы не успеем снять рилс, Мухтар, представляете, ма? До какой степени я люблю свою работу. Мне даже важно не мое лицо, а мой рилс. Где Урал? А Урал, ты пришел? Давай надо рилс снять. Давай надо рилс снять такая. Все, короче, Миляша Апай уснула. Удачной операции нам. Тут даже хирурги умеют плести косы. Короче, Миляша Апай, если как ты проснешься, если от тебя будет вонять спиртом, антисептиком, то имей в виду, тебя брызгали, короче. Пока сердцебиение есть, дышит вроде. Ах да, еще Миляша Апай, это вы сейчас спите, да? Вот, когда вы не спите, вы же меня отчитываете, ругаете. А тут я вас могу отчитывать. Типа, вот что ты спишь? Что ты мне скажешь? Спи, спи. Кайфану пока отдохну. Хотя не, снимать надо. Меня отругали за то, что я танцевал. Я пытался вас развлечь, пока Миляша Апай спала. Я сделал все, что мог. Простите. Я думал, самое ужасное — это свадьбу снимать. Никогда я еще так не ошибался. Меня иногда так тяжело становится смотреть. Вот это вот там уколом, там какими-то инструментами так в лицо суют, там что-то не очень нравится. Я еще не завтракал, блин. Да блин, не знаю даже, что рассказывать. Миляша Апай как-то... Да, все время как-то может говорить, я вообще не могу так говорить. Короче, я сейчас иду на ланч. Миляша Апай пока спит и делает операцию. Надеюсь, все очень хорошо пройдет. Ну, пока все показатели в норме, я посмотрел. Сатурация в крови, кислород, подача, сердцебиение, анализы, все хорошие пока. Посмотрел, вот. В курс дела вел, ребят, чтобы нормально все сделали, так что нормально все, не переживайте. Короче, заказал себе том-ям с креветками острый, хлебушек и черного чая. Пока там режут Миляша Апай, я тут вкусно ем. Вы не представляете, как вкусно. Наверняка у Миляши Апай возникнут вопросы. Типа, почему не снимаешь, почему не на операционном сидишь? Ну, во-первых, мне врачи сказали, что, хотел задавать вопросы, типа, чтобы не отвлекал лишний раз. Понятное дело, человек режет, а не
Ладно, не буду говорить. Нечего уже снимать, потому что много раз видел, как режут людей. Тяма начинает там. Близко не подойду, не смогу снять, вопросы задавать. На данный момент состояние Милёши абсолютно стабильное, операция уже близится к своему логическому завершению. Ну и непосредственно ждем, пока все закончится, и все вместе ждем, насколько фееричным будет выход из наркоза Милёши. Надеюсь, она с Бадуна нас всех тут не побьет. Ну, на китаянку похоже стало, да? Но они сейчас в первое время будут выглядеть, да, так? Как алкашка, одутловатая, отекшая. Как думаешь, она будет красивая? Конечно, однозначно. Натянутая, да? Не натянутая, просто молодая, помолодевшая минимум на 15 лет. С красивой кожей, с открытым взглядом. Вот как ты думаешь, как это все воспримут, ну, увидят вот это все результат, подписчики как отреагируют, думаешь? Они будут в восторге, я думаю. Сперва испугаются, наверное? Но в дни реабилитации, Да. возможно, но спустя недели-две, спустя месяц, Уже? Так быстро, да? ну, первичный результат будет, Все, да. классно, круто, круто. А Визуально. синяки сколько примерно, ты думаешь? Ну, до 2 месяцев в среднем, наверное, гематомы, но отечность, самое главное, чтобы совпала, отечность в первую очередь. Как космонавт. Вы видите каждый день, как режет людей, да? У вас не поменялось вот, к людям вот отношение, то, что вы их не видите как мясо ходячее? Нет, мы всех людей видим, как в первую очередь людей, которым нужна наша помощь. Угу. То есть нету такого, да, то, что вот отвращение и потом Нет, уже нет, осознаете это? Нету, да? Нет, конечно. Все, операция закончилась. Сильно лицо трогать не нужно. Милёша, не спим. Глаза открываем. Хырылдап yapay да ит, Тур. 3 куб. Вайну надо снимать. Оттуда встречайте. Глаза открываем. Виски давят сильно, да. Милёша пай. Милёша пай. Милёша пай. Милёша пай. Милёша пай. Эй! Ай, пошел. Че, Вайну поснимаем? Почему? Милёша пай. Милёша пай. Милёша пай. Не спи. А если случай будет? Нельзя, потому что после анестезии нельзя спать. Голова болит, урал. Голова болит? Ну ладно, потерпите. Сейчас вам обезболивающее сделали, он подействует, перестанет болеть. А глаза можете открыть, нет? Нет, не могу. Ну, вы же открыли глаза, я же видел все. Біләгім кімге ұқсанады? Анджелина Джолиға ұқсатады. Я вообще-то комплимент сделал вам. Леша Пай. Леша Пай. Вы случайно не дочка Ким Чен Ира? Голова сильно болит. О, глаза открыл. Обезболивающее сделали. Сейчас все подействует. Операция травматичная очень. Че, Азамат Анатольевич, сильнее чем сделать, пожалуйста. Что сделать? Сильнее что-нибудь сделать. Сильнее что-нибудь сделать? Сейчас сделаем. Сейчас нож подадут.
Что-нибудь. Давайте воспользуемся знаменитым Сирен сескат. Давай. Если вы сейчас уснете, можете не проснуться потом. Это очень опасно. Лучше реклама. Заставьте себя не спать. Храп вот это просто. Доброе утро. Милюша, спать нельзя, мое солнце. Милюша. Нет, глазки открываем, посмотрите на меня. Милюша. Смотрим, глазки открываем. Открываем. Алло. Все, Миляша апайга эшлеп өттүлөр, ее уже давно перевели в палату, она лежит, спит, короче. рахмат урал. Нешек түшүрөлдүңбү? А эми хаман түшүрүп турам, сиздин разговорду даже түшүрүп турам. Сатурация крови нормальная, сердцебиение тоже хорошее. Вот. И мында Аргаля Лариса тоже, если что, рядом на этот. Ладно, хорошо, Урал, давай. Ага, ладно, давай, пока. Ладно, Миляша апай, я поехал. Тудемлик, молодец, выдержала. Прям жестко натянули. Да. Ай.